Здравствуйте, в эфире программа «Интервью», и я представляю гостя в студии. Иван Сухарев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы Российской Федерации. Здравствуйте. Итак, начнем наш разговор. Как правило, вы всегда приходите и поздравляете к нам на эфир с каким-либо мероприятием. Вот одно из них, это, наверное, один из праздников, молодой, но все же есть День отца. Насколько значимо? Ну, конечно, значимо. День матери есть, 8 марта есть, 23 февраля не совсем мужской праздник. Ну, надо же чуть-чуть уделить внимание мужчинам. Поэтому, конечно, поздравляю с Днем Отца, желаю крепкого здоровья, счастья вам, вашим близким, чтобы семьи были крепкими. И, конечно, вы имели возможность достойно воспитать своих детей, и семьи были бы многодетными. Поэтому здоровья, счастья и мирного неба над головой, конечно. Иван Константинович, если вернуться непосредственно к деятельности партии ЛДПР, то в начале октября состоялся съезд, по-моему, 37-й по счету. Каковы его итоги? Все правильно. Именно 37-й съезд, внеочередной. Итог самый главный – это переизбрание председателя партии. Леонид Эдуардович продолжит руководить в качестве председателя партии следующие несколько лет у нас. Ну и, собственно говоря, с Леонидом Эдуардовичем мы заходим в самый сложный, наверное, избирательный период. Это выборы депутатов Государственной Думы, выборы, которые пройдут в сентябре 2026 года. Самые важные, наверное, выборы для партий. Понятно, что есть самые высшие выборы, это выборы президента страны. Но сейчас вот для партии я считаю, что основные, конечно, это выборы 2026. Выборы в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации. Задачи очень амбициозные. Я уже говорил, что мы по итогам единого дня голосования заняли твердое второе место. И, собственно говоря, все опросы ФОМ, ВЦИОМ показывают, что мы твердо сейчас занимаем второе место, занимая первую позицию среди оппозиционных партий Российской Федерации, опережая всех остальных. Несмотря на то, что раньше были третьими. И несмотря на то, что раньше был жив Владимир Вольфович Жириновский. Это заслуга нашей большой команды, конечно, прежде всего, конечно, председателя партии ЛДПР Леонида Эдуардовича Слуцкого, которому удалось невозможное. То есть вы знаете, что предрекали упадок и, собственно говоря, мягкий, а то и тяжелый уход политической арены страны партии ЛДПР. Ну и, собственно говоря, этого не произошло, только усилили позиции и задачи, конечно, в 2 раза увеличить количество депутатов, в 2 раза увеличить количество депутатов фракции ЛДПР в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации, увеличить количество членов партии, безусловно. Ну и акцент, конечно, на программе партии был сделан. Это и демография, это и поддержка участников СВО, членов семей, участников специальной военной операции. У нас прекрасно работает фонд «Плечом к плечу», который этим занимается. У нас здесь, в Башкирии, есть очень хороший человек, молодой пока еще, всего 12 лет, Полина Дудко. Она является волонтером фонда «Плечом к плечу». Вот мы их прямо с конференции проводили на нашей новой территории. Слава богу, они вернулись живыми, потому что там были определенные проблемы. Ну и, конечно, ключевые вопросы – это вопросы демографии, поддержки семей. Это, конечно, борьба с миграцией, с коррупцией. Ну, понятно, что и тарифы, ЖКХ, коммуналка – это те темы, которые остро волнуют наших людей. Мы понимаем, что и видим, что город разрыт, но город у нас не один такой. Сети строились примерно в одно и то же время. И, конечно, сети, они пришли уже в упадок. То есть фактически уже разрушились. Их надо менять, но это огромные деньги. И здесь, конечно, предложение ЛДПР как раз создание министерства ЖКХ, которое бы занималось отдельно этими вопросами. Ну и в том числе вопросами управляющих компаний, товариществ, собственников жилья, которым тоже есть у наших граждан ряд вопросов. Зачастую это закрытые такие сообщества, которые
получают, собирают деньги с населения, с граждан и там втихую как-то их распределяют. Все это должно быть открыто, и если хоть одна копейка пропала, безусловно, то есть должно быть самое суровое наказание за то, что похищают деньги наших граждан, которые им доверились, а то и не доверились, подделывают протоколы собственников жилья. Мы знаем общие протоколы, как подделывают, и ответственность за это фактически не наступает. Вот это надо менять. Люди должны чувствовать ответственность, чувствовать дамоклов меч, который может отрубить голову. Это очень важно для того, чтобы люди понимали свою ответственность. Ну и, конечно, законотворческая деятельность тоже ведется. Партия ЛДПР, работает законотворческий совет у нас достаточно активно. И здесь, конечно, хотелось бы вот к программе обратиться к гражданам. Каждый из вас имеет прекрасную возможность поучаствовать в формировании программы ЛДПР и выйти со своим предложением. Советская, 18, город Уфа. Более того, если какие-то у вас есть вопросы, мы постоянно ведем прием граждан. Приходите, мы сделаем все, чтобы вам помочь, ну и выслушаем ваши предложения. Надеюсь, актуальные. Иван Константинович, если говорить о законотворческой инициативе, то есть один из проектов, насколько я понимаю, по беспилотным летательным аппаратам. Можно подробнее? Да, ну это не проект, пока еще только запрос и идея. Да. Мы надеемся, что это станет законопроектом и надеемся на поддержку правительства. Мы направили с моим коллегой Сергеем Генриховичем Каргиновым запрос на имя Мантурова. Ну, предложение достаточно простое, в том числе элементы этого предложения, они звучали в проектах на Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели», посетить которую также смогли и ребята из Башкирии, которые также стали финалистами этой Всероссийской конференции. Поэтому мы ждем вас в Уфе, также в штабе ЛДПР, ну и, конечно, здесь, то есть и в Москве, на Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели». Потому что, то есть, ребят тоже заботит эта тема, идет специальная военная операция, мы видим, что беспилотники летят, проблема на самом деле существует, и несмотря на то, что удается сбить огромное количество, что-то все равно долетает. И идея состоит в том, что мы знаем, что беспилотник издает характерный звук, когда летит, ну и, соответственно, он пролетает огромные территории. В том числе, как правило, они выбирают маршруты, где меньше всего населенных пунктов, чтобы их не заметили, и они безопасно, скажем так, да, если так можно применить здесь такое слово, дошли до пункта назначения и уничтожили ту или иную цель. Поэтому предложение простое, у нас очень много вышек сотовой связи. Кстати, мы обратились тоже с запросом, я обратился по поводу связи и пообещали, что все населенные пункты от 100 человек и выше будут к 30 году иметь сотовую связь. Поэтому в целом покрытие будет огромное, и вот на каждую вышку сотовой связи установить микрофон высокочувствительный и, соответственно, конечно, камеру, тоже с высоким разрешением. Ну а нейросеть уже, искусственный интеллект, он должен определить, что летит, и сообщить, соответственно, точку. Ну, таким образом можно отследить и уничтожить тот или иной беспилотник, который может представлять опасность как для наших граждан, так и для наших стратегических объектов. Я считаю, что идея здравая, она нашла, в принципе, поддержку и среди коллег. Многие подходили, поддерживали, то есть, когда она вышла в средствах массовой информации. Поэтому со своей стороны мы, конечно, надеемся на поддержку правительства Российской Федерации. Иван Константинович, еще одна из инициатив – это освобождение от налогов тех, кто взял ипотеку, но при этом есть некоторые условия. Правильно понимаю? Да, это законопроект ЛДПР, который в целом прошел и законотворческий совет. Вы знаете, что у нас есть такая структура при нашей партии, где мы обсуждаем идеи, наши законопроекты и так далее. Коллективно. И этот законопроект предполагает освобождение от налога на имущество тех, кто взял ипотеку, до момента, пока она не будет выплачена. Ну и, конечно, там есть условия, если это единственное, понятно, жилье и не используется в каких-то предпринимательских целях.
Да, поэтому мы считаем, что это тоже одна из небольших, но важных мер поддержки. Мы понимаем, что ипотека – это такое серьезное бремя на бюджет семьи. Тем более мы понимаем, что доходы у граждан, к сожалению, геометрической прогрессии не увеличиваются, а ставки и ключевая ставка, она достаточно высока, как и ставки по кредитам у нас в наших банках. Это мы тоже над этим работаем, но, к сожалению, там есть определенный ряд проблем. Вот. Но хотя бы такая мера, то есть я думаю, что она все-таки будет влиять на материальное положение наших семей, которые взяли ипотеку. Освобождение от налога на имущество. Ну и, разумеется, продолжается прием граждан. Какие вопросы волнуют? Слушайте, абсолютно разные вопросы. Да. Очень много вопросов по специальной военной операции, по статусу ветеранов боевых действий. То есть человека пока не могут найти, например. То есть он числится без вести пропавшим, и либо имеет гражданство иной страны, зарубежной страны. То есть много всяких вопросов на самом деле. Очень много вопросов по тарифам, по заработным платам. Да, бывают даже экзотические достаточно вопросы. Мы вели прием на Воздвиженке, и пришла женщина, книгоиздатель, то есть представитель издательского дома, которая пытается, то есть на бумажном носителе все-таки книги внедрить в наши библиотеки. Но достаточно сложно, люди переходят от бумажных носителей, как правило, в электронные, даже электронные книги, хотя сам я их не читаю, я предпочитаю книгу в твердом переплете, по старинке. Мне больше нравится, когда ты имеешь возможность перелистнуть страницу, причем вперед, и книга всегда с собой. Поэтому с этой точки зрения, такие экзотические всякие вещи, мы понимаем, что у наших производителей где-то надо поддержать, безусловно, и книги это очень важная, собственно говоря, составляющая образования, в том числе наших ребят молодых. У меня дети, кстати, читают, и я этому очень рад. Поэтому даже вот такими вопросами люди приходят. Ну и, конечно, перерасчет пенсий очень частый вопрос. Люди теряли документы в 90-е. Мы знали, что организации банкротятся. Советский Союз развалился. Кто-то оставил документы в Узбекистане, кто-то в Таджикистане. Вот это все поднять достаточно сложно. И люди получают минимальные пенсии. Где-то нам удается помочь, где-то нет. Но мы делаем все для того, чтобы как-то решить эти вопросы. Иван Константинович, спасибо огромное, что вы пришли сегодня к нам в студию, поделились своими инициативами, тем, чем сейчас живет партия ЛДПР. Спасибо. Спасибо, до свидания. Это была программа интервью. В студии был Иван Сухарев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы Российской Федерации, и я, Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.